Тренеры по футболу Камрадского района обсудили основные направления для развития футболистов, в частности, методы психологической подготовки к игре. Международный тренер по футболу Армин Клаусман отметил, что в процессе игры важны и тактика, и техника. Я посетил несколько футбольных матчей в Чедерлунге, Камрате, в Кишиневе. Я хочу сказать, что у вас довольно высокий уровень футбола, сильная национальная сборная, и развитие футбола идет правильным ходом. Также я здесь, чтобы обучить молодое поколение. Одним из важнейших качеств для того, чтобы вырастить успешного футболиста, является психология. Тренеры по футболу отметили важность тренингов. Теперь они знают, что нужно сделать акцент в тренировочном процессе, чтобы заинтересовать детей заниматься футболом. Технические аспекты, тактические аспекты – это важно, но очень важно. Сегодня мы на семинаре это поняли, узнали. Именно психология игрока, то есть психология победителя. Если не будет в этой психологии, то даже очень талантливый игрок не сможет проявить себя на все 100%. Вообще коммуникация, она очень важна. Даже и в обществе без коммуникации очень тяжело. Особенно, когда тренер и ребенок не коммуницируют между собой, будет тяжело выстраиваться отношения между ними, и тренировки не будут идти так, как тренер задумывал. Начальник управления молодежи и спорта Вячеслав Драгой отметил, что тренеры должны повышать качество тренировочного процесса, а опыт специалистов международного уровня всегда необходим в этом деле. Мы видим, что в последнее время очень развивается в нашем регионе футбол. Тренировочный процесс проходит у нас практически до 9 до 10 вечера. И появляется очень много команд. И, конечно, тренера должны получать соответствующую квалификацию не на местном уровне, а на мировом уровне, еще раз повторяюсь. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы почаще привлекались такие специалисты такого уровня. Тренер из Германии Армин Клаусман приехал в Гагаузию по приглашению Ассоциации футбола Чедерлунгского района. В течение 12 дней он проведет семинары, практические занятия с тренерами и футбольными клубами. В июне первая группа молодых тренеров из Гагаузии поедут на обучение в Германию. Также предстоит определить участников детской команды Гагаузии для поездки на международный турнир в Германию. Олег Лодко, Григорий Ставилов, Артем Топал. Новости ГРТ.